Внимание общественности. Мы остановимся на них подробнее. Это введение временных ограничений на вывоз из Абхазии в Россию товаров растительного происхождения, многоразовой тары и упаковочного материала. И их отмена буквально через несколько дней. Еще одним значимым событием недели стал первый Сухумский международный кинофестиваль, на который съехались авторы короткого метра из разных стран. Не обойдем и тему абхазских паломников, которые отправились на Святую Землю за благодатным огнем. И некоторые другие новости. Всю неделю на территории Абхазии проводится борьба с мраморным клопом. Для оказания помощи в решении этой проблемы в нашу страну приехали около 50 российских специалистов из различных институтов, в том числе и представители Россельхознадзора, которые провели мониторинг ситуации во всех районах республики. Ученые отметили, что в основном мраморный клоп распространен в Восточной Абхазии, и здесь необходимо в срочном порядке применить ядохимикаты. На встрече подробно обсудили все возникающие в ходе работы вопросы. 2 апреля Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Как сообщалось на официальном сайте ведомства, в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территорию России. В конце недели в республику в очередной раз приехали специалисты из России. Они побывали в восточных районах страны. В Галский район вместе с ними выехали и наши корреспонденты. Репортаж Сарии Смыр. Жители сел Галского и Тхорчалского района в течение 2 недель механическим способом собрали около 2 тонн мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селах Галского района. Клопов отлавливали в основном в подвалах и сараях. Ведра и мешки с клопами тут же на месте взвешивали и выплачивали деньги. За 1 килограмм 1000 рублей. Посчитайте. 10, 40, 50, 63. Всего доброго. Ранее подобные мероприятия были проведены в Гулрыбжском и Ачимчирском районах. К примеру, сегодня в городе Ачимчира российские специалисты приняли около 500 килограммов клопов. Жители сел собирали насекомых целыми семьями и признаются, что плата за клопов еще больше подстегнула их. Люди проблемы поняли, они к нам навстречу идут, никаких проблем нет. Просто мы тоже заинтересованы в том, чтобы его не было. Специалисты Минсельхоза России выкупают у населения Абхазии клопов, чтобы изучить их ген ДНК в научном исследовательском институте в России. Но это лишь одна из причин, по которой за каждый килограмм вредителя выплачивается такая сумма. Как объясняют ученые, клоп еще около недели будет находиться в состоянии покоя. И в этот период надо эффективнее вести борьбу с ним именно механическим способом. В течение рейда получилось так, что мы поняли, что буквально 2 недели есть для того, чтобы решить этот вопрос в оперативном режиме и наиболее эффективно с помощью механического сбора. Потому что механический сбор, каждый клоп, которого мы сейчас собрали, он не даст потомства в 6 миллионов в конце сезона. То есть на сегодняшний момент мы фактически нейтрализуем экологическую катастрофу. Проблема с распространением мраморного клопа существует во всех районах Абхазии, но больше всего пострадала восточная часть страны. Здесь после механического сбора клопов планируется вновь применить ядохимикаты. Температурный режим будет меняться, среднесуточно будет где-то не ниже 15 градусов. И вот тогда уже будет приниматься химическая обработка. Минсельхоз России все время оказывает нам в этом вопросе поддержку и помощь. Проблемы у нас с пестицидами, этого нет. Мы еще должны будем получить при поддержке Минсельхоза России опрыскиватели, что очень важно будет. Вот когда будет вести уже обработка химическим путем, то, конечно, нужны будут опрыскиватели, защитные костюмы, там и спецодежда необходимая. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность мраморного клопа. Буквально несколько дней назад в Абхазию были привезены ядохимикаты. Химические вещества, которыми будут травить вредителя, будут распределяться по селам. В первую очередь, конечно, юридические лица, но и также частные лица, потому что если юридические лица здесь совхозы, колхозы будем лечить, если частное лицо не будет лечить, то поэтому здесь эффект не будет, и это должно быть лечение как бы одновременно, и поэтому люди очень заинтересованы.
Примерно одной баночкой этого вещества можно обработать около гектара земли. На данный момент привезено в Абхазию более 5 тонн химикатов. Планируется завести еще 3 тонны. Борьба с вредителем химическим способом начнется уже на следующей неделе. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Россия с 10 апреля снимает запрет на вывоз продукции растениеводства из Абхазии в Россию. Решение снять временные ограничения принято с учетом проведенной работы. Как сообщили представители Минсельхоза России, для улучшения фитосанитарной обстановки власти Абхазии вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 миллионов особей клопа, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников. Итак, с 10 апреля продукция из Абхазии вернется на российский рынок под контролем Россельхознадзора. Предприниматели вздохнули с облегчением и занялись фасовкой продукции на вывоз. А эксперты говорят, что любые ограничения вредны для экономики Абхазии. Елена Лолуа продолжит тему. Временный запрет Россельхознадзора ограничить ввоз в Россию из Абхазии товаров растительного происхождения для абхазских предпринимателей был как гром среди ясного неба. Карантин ввели 2 апреля из-за массового распространения коричнево-мраморного клопа. В трудном положении оказался отечественный агросектор, ориентированный на российский рынок. Предприниматели начали подсчитывать убытки, экономисты делать неутешительные прогнозы, а власть искать пути выхода из сложившейся ситуации. Серьезные масштабные инвестиции в агропереработку решались на высочайшем уровне, на уровне глав 2 государств, где руководство России поддержало и инвестпроекты, и льготное кредитование, мы все тот же джемовый завод, другие предприятия. Такие вещи должны всесторонне изучаться и учитываться. Под ограничения рисковали попасть не только фермерские хозяйства с исключительно абхазским капиталом, но и предприятия, открытые в рамках российско-абхазской программы льготного кредитования. Своевременное обслуживание кредитных денег было поставлено под вопрос. Ну а если говорить в целом, то, по мнению экспертов, длительные запретительные меры могли привести к сокращению объемов экспорта практически в 2 раза, а это серьезные потери для бюджета страны. Если говорить о прямых сельхозтоваров растительного происхождения, это до 1 миллиарда рублей в год. Если говорить о винодельческой продукции, это плюс еще 2,7 до 3 миллиардов рублей. Это 1000 рабочих мест, это серьезные недопоступления в бюджет, это серьезные убытки для наших предпринимателей. Конечно, это будет катастрофа для нас. Поэтому здесь все рычаги политического и экономического взаимодействия с Российской Федерацией, они сейчас включены. Абхазия не только экспортирует сельхозтовары с высоким знаком качества, но и импортирует большой объем продуктов питания из Российской Федерации. По данным Министерства экономики, это порядка 5-6 миллиардов рублей в год. Поэтому любые экономические ограничения невыгодны ни Абхазии, ни России. Ни абхазская сторона, ни российская сторона не заинтересованы в том, чтобы эти ограничения сохранялись длительное время. Потому что, учитывая дух наших взаимоотношений, мы не только экспортируем, но и импортируем из Российской Федерации большой объем товаров. Это порядка 5-6 миллиардов рублей в год только продуктов питания. Это является серьезным подспорьем для производителей Краснодарского края. Поэтому такого рода ограничения, они и в экономическом плане, никто в этом не заинтересован. В свете последних событий хорошая новость заключается в том, что в Абхазии, как выяснилось, успешно развиваются экспортно-ориентированные предприятия, которые предоставляют рабочие места и платят в казну налоги. Некоторые из них гектарами выращивают салат, а другие – большие объемы томатов и огурцов. Эта ситуация, она показала, что за последние годы у нас все-таки экспортоориентированное сельское хозяйство развивается. Мы сразу увидели, что у нас очень много, такого рода предприятий появилось. Вот в сконцентрированном виде они как бы все, когда столкнулись с этим, и сразу наглядно стало. Там некоторое период времени назад таких предприятий не было.
А между тем Грузия не преминула воспользоваться ситуацией, предложив Абхазии очередные так называемые мирные инициативы. В длинном списке помощь в беспрепятственном вывозе абхазской продукции в Грузию или через Грузию в Европу. Евросоюз гуманитарные предложения грузинского правительства оценил и обещал поддержку. В Абхазии этим мирным инициативам не верят и в очередной раз ставят вопрос о признании государственной независимости. Стратегия эта не нова. Уже с давних пор грузинская сторона пытается разными методами повлиять на видение жителей Республики Абхазия путем различных так называемых мирных инициатив для того, чтобы Абхазия обратила свой взор на Грузию. О чем идет речь в этих новых мирных инициативах? Речь идет о возможности путем торговли, путем образования, путем других каких-то предметов вовлечь граждан Республики Абхазия в пространство Грузии. Но могу сказать, что все это утопия, потому что мы все эти 25 лет наблюдаем абсолютно четкую позицию грузинской стороны в отношении граждан Абхазии и самой Республики Абхазия. В чем это выражается? Выражается это абсолютно в полной международной изоляции во всех абсолютно сферах нашей республики и наших граждан. Речь идет о политической изоляции, о гуманитарной изоляции, о культурной изоляции. Абсолютно во всем. В числе мирных инициатив, которые предлагались, речь шла в том числе и о торговле. То есть предлагается возможность производителям, нашим абхазским производителям, свой товар вывозить на рынке Грузии и реализовывать их там под так называемыми идентификационными номерами. Как говорит грузинская сторона, этот идентификационный номер не будет иметь отношения к гражданству Грузии, но я думаю, что мы все четко, прекрасно понимаем, что это абсолютно не так. Все попытки добавить большую ложку дегтя в российско-абхазские союзнические отношения Грузии не удастся, говорит Даурковы, комментируя предложение Грузии. Здесь мы еще раз видим, насколько умело грузинская сторона пытается, воспользовавшись тем или иным случаем, предложить разные свои варианты, которые в том числе могут быть направлены на то, чтобы испортить, как они предполагают, наши отношения с дружественным нам государством Российской Федерации. Но я уверен, что этого не будет. 5 апреля вечером российские СМИ сообщили приятную новость. С 10 апреля продукция из Абхазии вернется таки на российский рынок под контролем Россельхознадзора. Между тем, борьба с насекомым-вредителем будет продолжена, сообща и без досадных ограничений. Елена Лола, Роберт Ломя для событий недели. На этой неделе подводили итоги прошлого курортного сезона и обсуждали, как привлечь туристов в нынешнем году. Эти вопросы рассматривали на расширенном совещании, которое провел президент Абхазии Рауль Хаджимба. Для привлечения туристов необходимо в первую очередь решить вопросы безопасности, повысить качество услуг, а также улучшить санитарные нормы объектов общепита, отмечалось на совещании. Первое и главное, что мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции. Не только между фирмами, но и странами. И что мы в этом соревновании занимаем не лидирующие позиции. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали туризм, рекреационной привлекательности, природного и культурного наследия, экологического направления, туризм в конечном итоге это бизнес. Мы продаем свой продукт, продаем те услуги, которые предлагаем туристу. В этой конкурентной среде, чей продукт лучше, у того и будут покупать. У кого безопаснее, дешевле, качественнее, чище, у кого еда лучше, у кого уважительнее относятся к туристу, к тому и будут приезжать. На этой неделе начал свою работу первый Сухумский международный кинофестиваль. В программе фестиваля конкурс короткометражных игровых фильмов из 12 стран с самым широким жанровым спектром. В рамках фестиваля проходили специальные показы для зрителей. Так, 3 апреля был показан фильм «Коробка» Эдуарда Бардукова, 4-го комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик» и другие. Оценивала киноленты международное жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян. Награда за
лучший фильм составляла 200 тысяч рублей, за второе и третье место 100 тысяч и 50 тысяч соответственно. Кинофестиваль проходил со 2 по 6 апреля в Государственном русском театре драмы имени Фазилия Искандера в Сухуми. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился президент Рауль Хаджимба. Для нас важно то, что такого рода мероприятия проводятся сегодня у нас, в нашей стране. Здесь вот был показан киноархив. Абхазия славится своими возможностями и киноиндустрией. Просто некоторое время тому назад нас подзабыли. Но я надеюсь, что начало положено, и те фильмы, которые будут представлены здесь, будут предметом дискуссии для жюри и хорошим праздником для наших зрителей. Особую благодарность хотел бы я выразить организаторам этого фестиваля, Государственному комитету по молодежной политике, всем тем, кто содействовал тому, чтобы этот фестиваль состоялся. Ну, а те, кто принимает участие в этом фестивале, я уверен, уедут с теплом, вспоминая об этом фестивале и помню об Абхазии. И надеюсь на то, что фестиваль будет иметь продолжение в добрый путь и на долгие года. Спасибо. 6 апреля первый Сухумский международный кинофестиваль завершил свою работу. О его результатах в репортаже Налы Ковы. 5 дней драмы, мелодрамы, комедии, триллера, смеха и слез. Незабываемые дни, которые были насыщены эмоциями, волнением и новыми открытиями. Немного грустно, потому как всему приходит конец, но и в то же время радостно, ведь все только начинается. Первый Сухумский международный кинофестиваль стал не просто ярким, но и историческим событием. Ведь фестивали такого масштаба, а это ни много ни мало 12 стран мира и 32 кинокартины, в Абхазии еще не было. На пресс-конференции, организованная перед церемонией закрытия и объявлением призовых мест, журналисты интересовались у иностранных гостей тем, какое же впечатление оставит о себе Абхазия. Участники признавались, что не ожидали столь теплого приема. Абхазия – это страна, которую не хочется покидать, говорили они. Режиссер из Южной Кореи отметил, что уже даже приметил место для возможных будущих съемок. Я сам с удовольствием бы вернулся сюда именно для того, чтобы снять здесь что-нибудь, какую-нибудь картину, фильм. Поскольку для меня Абхазия – это некий оазис, это место неиспорченное место на земле, такое невинное, нетронутое. И мне кажется, это идеальная локация для съемок фильмов. И здесь просто огромное море возможностей. Иностранные участники фестиваля были поражены красотой нового Афона и озера Рица с ее легендами. Также отмечали, что публика в Абхазии особенная, реагирует на тот или иной фильм очень эмоционально и искренне, что, несомненно, подкупает. Участники поблагодарили организаторов за возможность почувствовать себя как дома. Затем началась красочная церемония закрытия с участием известных артистов кино и эстрады. На красной ковровой дорожке появились и специальные гости фестиваля – актриса театра и кино Равшана Куркова, актер и шоумен Арарат Кищан. Я не успел посмотреть весь фестиваль, я только вот сегодня приехал на закрытие. Но меня вполне устраивает то, что я увидел. Я увидел хорошую погоду, зеленый Сухум, все очень хорошо. Я смотрел фильмы, но не на фестивале. Я несколько фильмов участников фестиваля уже смотрел, видел. Впечатление. Я жду реакции жюри и итог жюри по фильму, по короткометражной работе моего друга Тимура Кильсвири по «Отец», который называется. Посмотрим, что скажут, как оценят. Церемония закрытия и объявления победителей первого Сухумского международного кинофестиваля началась с появления на сцене всеми любимых ведущих, которые искрометно шутили и создавали в зале Русдрама теплую и дружескую атмосферу. В перерывах между выступлениями звезд отечественной эстрады члены жюри называли имена победителей кинофестиваля. Фильм молодого абхазского режиссера Инара Нормания «Меня зовут Махаз» получил приз зрительских симпатий, 3-е место и 50 тысяч рублей. Я хотела бы еще раз сказать спасибо невероятным организаторам за такую атмосферу, за такую любовь и заботу, которой они нас окружили. Я хотела бы сказать спасибо прекрасным членам жюри. Вот вы видели, несколько раз звучало слово, члены жюри говорили: мы разные, мы разные. Это они вас подготавливали к тому, что действительно было очень сложное заседание, мнение было очень разное. Но, как я обещала на открытии, мы голосовали честно, страстно, эмоционально
и очень человечно, пытаясь друг друга услышать. И сегодня я просто озвучу вот это консолидированное мнение жюри. Итак, третья премия, и, насколько я понимаю, денежный приз в размере 50 тысяч, да, вот у меня есть чек, 50 тысяч рублей, уходит фильму «Меня зовут Махаш, Абхазия». Спасибо еще раз. Спасибо, мне втройне уже приятно получать еще и приз от жюри. Знаете, уже мой потенциал по придумыванию того, что говорить, иссяк, потому что я думал, что я только один раз выдумал, 2 раза, так что я не знаю, что говорить, помимо слов благодарности организации и зрителям. Спасибо огромное еще раз. Спасибо. Второе место и 100 тысяч рублей получил фильм о проблеме беженцев «Новый дом. Словения». Первое место и 200 тысяч рублей жюри присудило режиссеру из России Ирине Волковой за фильм «Костик». Ира Волкова, фильм «Костик. Россия». Меня вообще не оставляло с самого приезда, простите за мою простуженность мою, ощущение, что я где-то в родном месте, у вас поразительно, вы такие легкие, искренние, с вами тепло, классно, а зал просто потрясающий. Ну, он, поверьте, все вот ребята были на многих фестивалях, ну нам есть чем сравнивать, это просто было больше, чем шикарно, это было круто. Держите эту марку, спасибо фестивалю. Вот в это не могу еще поверить, потому что я просто всех ребят, у вас просто такие офигенные фильмы, я буду еще долго думать про них, и это очень вдохновляет, когда ты смотришь коллег, и когда они такие достойные, и мы вот сидели, мы со всеми призами, мы с жюри совсем согласны, но вот пока еще не согласны со мной, но если вы так считаете, спасибо вам огромное всем. Победители фестиваля сердечно благодарили членов жюри и публику, отмечая, что для них эта победа – большой стимул для дальнейшего роста. Председатель жюри Анна Меликян поблагодарила организаторов фестиваля за теплую атмосферу. Она отметила, что мнения членов жюри нередко расходились, и обсуждения фильмов всегда были бурными, но каждый голосовал честно. Кроме того, приз за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов из России. Диплом за лучшую женскую роль досталась Соне Санджани за игру в фильме «Ретушь. Иран». Лучший сценарий – фильм «У меня есть брат. Россия». Приз за лучшую операторскую работу присудили фильму «На другом берегу реки Думан. Южная Корея». Лучшим режиссером кинофестиваля признан Байбулат Батулин, Россия. Помимо всего прочего, спонсоры фестиваля учредили персональные призы участникам. Минкульт выделил киноленту из Туниса «Черная мамба» за лучший сценарий, а компания «Мобайл» наградила специальным дипломом Марко Шантич из Словении за фильм «Голубой Питер». Помогать развитию кинематографа в Абхазии для компании Mobile уже стала доброй традицией. Мы с удовольствием поддерживаем любые начинания в области культуры, так как понимаем, насколько важно духовное и культурное развитие народа и страны в целом. Сугумский международный кинофестиваль по праву можно назвать самым масштабным и значимым событием в истории кинематографа Абхазии. Мы горды тем, что достойно смогли представить свою страну для всех гостей. Уверена, что все участники получили массу впечатлений от фестиваля и удовольствия от общения друг с другом. После завершения официальной части церемонии состоялась пресс-конференция, на которой члены жюри делились впечатлениями и эмоциями, которые их переполняли. Конечно же, важно все то, что сказала Аня, как круто все это было организовано, какая классная программа. И для нас было очень важно, что мы увидели несколько хороших, классных абхазских фильмов. И очень важно, что фестиваль этот чтобы он как-то действительно, может быть, изменил ситуацию с кинематографом в стране. То есть, безусловно, кино – это кинотеатры. Их нужно строить в Абхазии. То, что на самом деле
в Абхазии не работают ни один кинотеатр, это трагедия на самом деле. И в этом смысле то, что снимается при этом такое высококлассное кино, это дает надежду, что ситуация будет меняться. Вы знаете, я даже не ожидал, что будет такой солидный кинофестиваль, я вам скажу. Очень солидно. Вот, ну, учитывая наш менталитет, мы не думали, что... Мы думали, ну, это пройдет, как обычно, вот в Унаки мы проводим этот фестиваль всегда. Вот. Но этот фестиваль был на уровне, просто на уровне. Но я думаю, что и фильмы тоже были на уровне. Очень мы много спорили об этом репертуаре. Споры большие были, но все равно пришли к одному мнению. Можно смело утверждать, что первый в истории Абхазии международный фестиваль короткометражного кино состоялся. Со 2 по 6 апреля любой желающий, придя в Русдрам, мог стать частью праздника кино. Благодаря такому кинофестивалю, благодаря искусству, благодаря кино, я думаю, наши гости и познают нашу страну. Потому что, ну, не секрет, что к нам из Европы приехало очень много кинорежиссеров, которые представили здесь свои работы. Есть надежда, что недавно родившийся фестиваль кино будет еще долго жить и развиваться, привлекая в Абхазию не только ценителей кино, но и корифеев киноиндустрии со всего мира. Нала Кови, Тимур Гогохия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. После церемонии награждения победителей и пресс-конференции, посвященной завершению кинофестиваля, здесь же, на площадке Русдрама, нам удалось пообщаться с председателем жюри Анной Меликян и узнать, как она оценивает Сухумский кинофорум. Мне кажется, все случилось. Первый блин точно не комом, потому что классная программа, очень сильные фильмы, и это все-таки самое главное для кинофестиваля. И вторая часть тоже случилась. Прекрасная организация, какая-то невероятная команда собралась. И атмосфера, все на сцене говорили об атмосфере, а это очень важно для фестиваля. Я верю в то, что вот энергия, это очень важно. Здесь прекрасная энергия, он какой-то в атмосфере любви и дружбы рождается. Хорошая энергия, поэтому я думаю, что все будет хорошо у фестиваля, он будет процветать. Что вы думаете о работах? Какой их уровень? Какой вообще уровень самого фестиваля с точки зрения представленных здесь работ? Мне кажется, достаточно высокий, потому что у меня есть опыт работы в разных фестивалях и просмотра программы. Он ничем не уступает другим международным смотрам. Ничем. В одном из интервью вы признавались в любви к короткому жанру, в том, что он интересен, и говорили о том, что он испытывает какой-то подъем вот сейчас. Как вы считаете, вот наш Сухумский кинофестиваль, он следует этой тенденции? Мне кажется, что этот Сухумский фестиваль точно станет первым шагом к какому-то очень важному движению. Как сказал сегодня вот на пресс-конференции Местецке, о том, что люди задумаются, руководство, о том, что нужны кинотеатры, потому что человек не может жить без кино. Кино – это мечта. Мы все в детстве ходили в кинотеатры, мечтали, и из нас кто-то что-то, значит, вырастал. Это очень важно. Я надеюсь, что этот фестиваль поможет там развитию кино, появлению молодых, новых авторов, и абхазское кино как-то заявит о себе, потому что, конечно, это очень самобытный регион, и он очень талантливый. Просто надо немножко помочь. Кино, оно технологичный процесс. К сожалению, он не может встать художнику мольберта просто рисовать. Ему нужны деньги, технологии, поэтому, конечно, здесь сложная история, но я уверена, что поможет регион и начнется медленное, но возрождение. По поводу работ здесь представленных, могли бы вы, может быть, охарактеризовать некоторые из них? Или что-то, что больше... Я не буду делать. Мы уже вынесли решение жюри. Зачем я сейчас буду отдельно говорить? Просто как с точки зрения даже не члена жюри, а с точки зрения зрителя. Что я была и зрителем. А что такое член жюри? Мы обычные люди, мы зрители. Поэтому все формулировки на сцене прозвучали. Это было общее мнение жюри. Что я буду что-то добавлять, это неправильно. Скажите, пожалуйста, если вас в следующий раз пригласят сюда тоже быть в жюри следующего Сухумского кинофестиваля? Мне кажется, жюри должно всегда меняться, а как гость я с удовольствием приеду.
Всю эту неделю на земле обетованной находились паломники из Абхазии, чтобы привести в канун Пасхи в нашу страну частичку благодатного огня. В первый день на пути к благодатному огню абхазские паломники поднялись на священную гору Синай на границе с Египтом. Затем посетили Иерусалимскую православную церковь и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Также абхазские паломники прошли крестным ходом от притории к Голгофе. Благодатный огонь – символ нерукотворного света воскресения Христова. Появился в Кувиклии, часовне над гробом Господним в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме гроба Господня и у его стен. Вместе с верующими со всего мира схождение благодатного огня в храме гроба Господня ждали и абхазские паломники. Здравствуй, Бела! Всех абхазских христиан поздравляю с этим праздником. Этот праздник Пасхи здесь, в Иерусалиме, ощущается еще больше. Всенародное ликование у христиан. Благодатный огонь, схождение благодатного огня произошло где-то 2:30 сегодня днем. Видеокадры мы вам покажем чуть позже, как христиане радовались этому событию, и мы были частью этого праздника и ликования. Здесь было очень много полицейских и было очень много кордонов, поэтому вся делегация в полном составе прийти в храм гроба Господня, где происходило схождение благодатного огня, в этом месте мы не сумели, разделились по частям. Однако организаторы паломничества и оператор Роберт Джопа были внутри храма гроба Господня, и они сняли эти кадры, как происходило. На самом деле, немножко расскажу о церемонии. Первым благодатный огонь принимает Феофил III Иерусалимский, патриарх Иерусалимский, он глава греческой православной церкви. Присутствуют при этом все конфессии. Феофил в одной рубашке, его проверяют, чтобы с ним не находились предметы, которыми можно зажечь человеческой рукой огонь. Как происходит это значимое событие? В Кувикле появляются некоторые искры, которые сопровождаются с характерным звуком. Они собираются в одном месте, затем патриарх подходит к ним с ватой, соприкасается с ватой и зажигается огонь. И это происходит в присутствии других представителей других конфессий. Одним словом, и еще что хотела бы добавить, очень важно, люди молятся, чтобы появился благодатный огонь, потому что если его не будет в этом году, это значит быть в беде. Раз он есть, раз он снизошел, слава Богу, значит все будет хорошо. Еще одна интересная история. Прежде чем войти в храм, все христиане останавливаются и целуют вот эту среднюю колонну. Мы покажем вам вблизи, потому что несколько сот лет назад сюда не пустили христиан во время схождения благодатного огня. И христиане стали молиться у этой колонны. При этом благодатный огонь, как обычно, не в Кувикле появился, а именно появился в этом месте, и можно увидеть, как рассечена эта колонна. А с благодатным огнем часть делегации в Абхазии будет к 11 ночи. Сейчас они летят в самолете чартерным рейсом, везут благодатный огонь в Абхазию. Это уже несколько лет подряд. А паломники пока остаются в Иерусалиме. Завтра мы здесь встречаем Пасху, а затем в понедельник отправляемся в Вифлеем. Пока все у меня. Милостью Божией Господь сподобил нам, паломникам из Абхазии, прийти в храм гроба Господень и
увидеть то таинство, которое произошло сегодня на наших глазах, уже третий год. Это сошествие благодатного огня. Господь сподобил нас принять этот огонь. Абхазская делегация вместе с отцами Православной Церкви Абхазии направляется в Абхазию, привести этот благодатный огонь для нашего абхазского народа. Сегодня на Великую Субботу, на самом деле, так ежегодно, вот благодать, Святаго Духа, благодатный огонь сошел, и мы тоже с огнем сейчас отправляемся в Абхазию, радостные, веселые, слов нет. Поэтому сейчас мы с Божьей помощью через пару часов прибудем в Абхазию. Иахьа Иерусалим, ипшо Иерусалим акалакельчо, аншаим чала, абснан пехана, ипшо ала шара, аншай яхзоуижес, ета шуксык амта хайте, досо, и псазара дасхуцертевшо, и хым ёбгаша дасхуцертевшо, и ирьяшертевшо, тхадза заритача, а яша амта икуйцартевшо, хункара зара, хункара яшана дахагылартевшо, яха фонд Евстафия Силпи, Симон Кан Бихт, Схоа фонд Ахтзала, Апсны Милата, Апсуа, и Рыбесну Холарстохук, Яхапи Амш, Яхапи Хилцас, Ипшел, Ала Шара Амш, Аншай Хайта, зато Узги Рыбесну Холарстохук, Вожпи Ясы Кирса, Ибзахара, Яца Накуамш, Уаха, Игала Нохара Апсна, Анохарта Курчу Зиги, Апсуары на Такурча Апсна, Икон Хуах Кирсан Жварзигиры на Такурча, Ипшала Шара, Нерпевш, Абердам Йохаклот, Иерусалим Акалакак. Продолжаем выпуск. Ежегодно 7 апреля православные верующие празднуют Благовещение. В этом году Благовещение совпало с Великой Субботой, последний день перед Светлым Воскрешением Христовым. В этот день верующие соблюдают строгий пост, и, соответственно, в этом нет послаблений даже из-за праздника. Благовещение входит в число 12 главных праздников Православной Церкви и установлено в память о возвещении Деве Марии Архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и рождении ею Богомладенца Иисуса Христа. В субботу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проходила служба. Праздничное богослужение рассказывает молящимися о событии праздника, объясняет смысл исполнившихся ветхозаветных пророчеств. Вот это благое вещание и сегодняшний наш день, особенный день для нашей Абхазской православной церкви, потому что сей храм, кафедральный собор Благовещенский. И вот сегодня так совпало радостно, что завтра Пасха, это один из всех дней радостнейших. И дай Бог, чтобы мы с любовью встретили вот все, что есть в Священном Писании. А все, что написано в Евангелии, это правда. И жить по евангельской правде, значит, жить вечная. Жизнь не заканчивается смертью. Смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Завтра, 8 апреля, весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. Другое название праздника – Пасха, что означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу. Пасха считается одним из величайших праздников Ветхого и Нового Завета. В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого Поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, Пасха и кулич. Пасха каждый год отмечается в разные числа месяца, но всегда приходится на воскресный день. Прямую трансляцию из Сухумского кафедрального собора торжественного богослужения, посвященного Светлому Христову Воскресению, смотрите в нашем вечернем эфире. На этом наша программа подошла к концу. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Всего вам доброго и до встречи в эфире.